Когда не получилось ничего из того, что ждали и обещали, в ход идут даже физические приемы по отношению к президенту. Во время предвыборной президентской кампании вы на высоких тонах поговорили с экс-президентом Петром Порошенко насчет автономии и даже поговаривают, что вы его дернули за рукав. Было такое? Тогда это был еще Порошенко, верный друг, соратник, шире-патриот, что называется, пожурил и забыл. Не мог дать ни автономии на бумаге, ни денег толком, ни должностей. Джемилев рук не распускал, поэтому Порошенко его не выгнал, даже депутатское кресло сохранил. А сейчас работа команды Зеленского направлена на замалчивание крымско-татарского вопроса. Именно поэтому ликвидирован аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа. Мне позвонили от штаба Зеленского и спросили, не хотели бы вы продолжить работу на должности уполномоченного. Я сказал, что эту должность нужно сохранить, но не обязательно я должен ее занимать. Я еще пошутил, сказал, что там не должны быть динозавры и мамонты. Давайте назначайте кого-то молодого. Мы порекомендуем. На этом и закончилось. А потом мне передали разговор из администрации, что эта должность создавалась под Мустафу Джемилева. А раз Мустафа не хочет, то мы ее ликвидируем. И моему персоналу еще 2 месяца назад сказали, что все закрывается и вы ищите себе работу. Глубокое отчаяние звучит в каждом заявлении пана Чубарова. Экс-депутат теперь на вольных хлебах, свободный политик. Он признается, с начала августа не может встретиться с представителями уже нового президента Зеленского по Крыму. Ничего нельзя решать за Украину без Украины. Но и новая власть должна знать, что без крымских татар нельзя решать судьбу Крыма и замалчивать ее. С начала августа я не могу встретиться с теми людьми, на которых указал президент, чтобы мы продолжили наш диалог. Президент при встрече сказал, это мои ближайшие помощники. Пожалуйста, продолжайте с ними обговаривать законопроекты. А как только мы с ними разберемся, я вынесу их на рассмотрение. Это сказал президент. Я ему верю, но встречи нет. Когда нет никаких результатов деятельности, их ведь можно просто сочинить. Однако, как бы Чубаров не лез из кожи вон, отмыться от репутации популиста не получается. Несмотря на всех их возгласы, единый день голосования в Крыму состоялся. Политических эмигрантов больше всего огорчила высокая явка в Белогорском и Первомайском районах, в ряде иных регионов, где больше всего проживает крымских татар. У нас результат неплохой, из 38 кандидатов, которые выдвинулись, 20 прошли. В месте компактного проживания проголосовало 70% крымских татар. Еще одним неприятным для них теперь уже внешнеполитическим сюрпризом стало участие делегатов от Крыма в конференции ОБСЕ в Варшаве. Насколько уверены стороны в своей позиции и перспективах, было видно в ходе серии взаимных интервью. Представители Республики Крым оказались готовы к общению, аргументы были взвешенными, ответы спокойными и понятными, в то время, когда представители украинской стороны нервно метались и не могли подобрать слова. Это позор, ребята. Вернитесь на родину, хватит заниматься подменой понятий. Мы живем на родине, Эрвин. Вы в Киеве живете. Я живу на своей родине. Крым – это Украина? Татар, родина – это Крым. Вы это хоть понимаете? Ребят, вы занимаетесь подменой понятий. Вам родители, когда вы маленькие были… У вас есть украинский паспорт? Нет, я отказался от гражданства. Вы когда маленькие были, вам родители говорили, что родина ваша – это Крым. Жить на Украине с каждым днем становится все тяжелее. По самым щадящим подсчетам, внешний долг страны 46 миллиардов долларов. При том, что бюджет всего 31. Из него выделяет львиную долю на обслуживание внешнего долга и военные потребности. О миллионах людей, которые нуждаются в социальной поддержке, об образовании, медицине и инфраструктуре уже давно не вспоминают. Зато депутаты Верховной Рады принимают новые законопроекты пачками, даже не рассматривая их. У команды Зеленского нет социально-экономической программы развития украинского государства. Зеленский продолжает путь, который выбрала Украина при Петре Алексеевиче Порошенко после государственного переворота в 2014 году. Фактически мы видим, что Киев не собирается отдавать долги. Украина продолжает занимать деньги у международных кредитных организаций и ведет себя как государство-попрошайка. Сегодня все деньги страны уходят на придуманную войну, которую не хотят заканчивать даже под нажимом со стороны Европы. Стране-попрошайке выгоднее продавать все государственные земли иностранцам, платить ведь нечем. Понесут ли украинские власти ответственность за свои финансовые махинации, покажет время. Севиля Меметова, телеканал Милет.